Доброе утро, дорогая республика. Телеканал «Якутия-24» приветствует вас. В эфире «Утро Якутии» самая замечательная утренняя программа, в которой всегда есть очень много полезного и интересного. Поэтому присоединяйтесь к нашей большой команде и встречайте в ближайший час вместе с вами. Сегодня в студии для вас работает Дарья Анкехова и наш новый член команды, огромной команды, Евгений Никифоров. Всем привет, друзья! Я рад пожелать вам доброе утро в этот замечательный весенний, можно сказать, уже день. И мы рады, что вы начинаете утро вместе с нами. Да, мы не перестаем говорить о том, что действительно у нас такое семейное утро. Ну а эта неделя вдвойне нам приятно вести, потому что эта неделя у нас праздничная. Мы все готовимся к замечательному весеннему празднику 8 марта. Поэтому, как ни крути, в течение эфира у нас будут некоторые сюжеты и полезная информация, которая будет касаться конкретно этого замечательного праздника. Итак, начинаем. Сегодня замечательный день, очень много интересных, полезных новостей. Я думаю, что будет эфир очень интересным и насыщенным. И сразу же хочется задать вопрос, который мучает всех каждое утро. Дарья, как легко ты просыпаешься по утрам? Ну, в принципе, легко. Но, знаешь, все зависит от того, какая погода за окном. Потому что если вдруг очень пасмурная погода, конечно, вставать тяжелее. Согласен. А если весело и так солнечно, то, конечно, очень хочется побыстрее выйти на улицу. Соответственно, проснешься быстрее. Итак, давайте же поскорее узнаем, что сегодняшний день приготовил нам по погоде. В центральных районах температура на 6 часов утра была на отметке минус 40 градусов. В Заречной группе 37-25 ниже 0. В южных 28-17 со знаком минус. В Вилюйской группе 44-31, в Нижнеленских 37-30 ниже 0. В западных 39-28 градусов мороза. В Колымо-Индигирской группе улусов 36-28. В Янских 39-26 ниже 0, на северо-западе до минус 42. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 35 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем солнечно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 25. Ну вот, продолжая тему легкого, знаешь, такого бодрого утра, вопрос, конечно, к тебе. Вот что для тебя является таким будильником с утра? Конечно же, в первую очередь, это стимул что-то делать с утра. То есть это идти на работу, это отводить детей в садик, в школу, это идти гулять с любимым питомцем. То есть любое действие, которое нужно сделать с утра, безусловно, приводит к пробуждению. Но лучше всего к пробуждению приводит что, по нашему мнению? Ну, я так считаю, что не только по нашему мнению, но и по мнению по многих. общепринятому? Да, это, конечно, контрастный душ, как вариант, да, который занимает всего 5 минут. Начинать нужно именно с теплой воды, затем переключаться на холодную. И, как говорят специалисты, температуру нужно менять каждые 30 секунд. И вот 5 минут такого душа, в принципе, достаточно для того, чтобы пробудиться. Еще я слышал, что можно воспользоваться дыхательными практиками. Один из вариантов – это вдох через нос на 4 секунды, задержка дыхания на 4 секунды и медленный выдох через рот на 6-8 секунд. Повторять 5 раз, и активность ваша повысится несоизмеримо. Ну и, конечно, все-таки лучше подвигаться с утра, и это, конечно же, поможет прийти вам в тонус. Подойдут наклоны корпуса, высокие подъемы коленей, приседания, а также асана. Собака мордой вниз. Ну, это такое упражнение из йоги. И действительно, ну, не все справятся, конечно, сразу с первого раза, поэтому не рискуем. Для начала можно просто вот поднять ножки, присесть несколько раз. Даш, мне кажется, эти упражнения, которые ты озвучила, они не только взбодрят человека, но и придадут ему какую-то нереальную физическую силу, чтобы день прошел просто замечательно. Ну а если вдруг не хотите делать ни контрастный душ, ни приседания, ни дыхательную практику, то можно облегчить себе путь, просто включить наш эфир и сделать нашу утреннюю зарядку вместе с нами. Это самый простой и приятный способ. Всем доброе утро. Мы день начинаем максимально заряженно. Все встаем и начинаем суставную разминку. Итак, ноги поставили на ширине плеч, руки на поясе. Начинаем сверху вниз. Шейный отдел, круговые движения. Все по 5 повторений. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. И в обратную. 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Далее плечевые суставы, круговые движения вперед. 1, 2, 3, 4, 5 и назад. Никто не отстает. 1, 2,
3, 4 и 5. Локтевые суставы, внутреннюю сторону, поехали. Раз, два, три, 4, 5. И в обратную. Раз, два, 3, 4, 5. Грудной отдел. Подняли правую руку вверх, левую вниз. И тянем назад. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Супер. Руки на поясе, левую руку подняли вверх. Растягиваем спину, делаем наклоны. По 5 повторений. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Чуть побыстрее. Раз, два, 3, 4, 5. Супер. Руки на поясе, делаем круговые движения. Тазобедренный сустав. Раз. Делаем полный круг. Два, 3. Разгреваем поясницу, копчик. 4 и 5. И в обратную. Раз, два, 3, 4 и 5. Все молодцы. Далее. Ноги поставили шире плеч. Пальцы мы скрещиваем и делаем наклоны к полу. Тянемся 10 раз. Поехали. Раз, два, 3, 4. Каждый раз выдыхаем. Выдох, выдох, выдох. 8, 9, 10. Супер. Далее руки на поясе. Делаем круговые движения ногами. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5. Внутреннюю сторону. Раз, два, 3, 4, 5. Другая нога. Внешнюю сторону. 2, 3, 4, 5. В обратную. Раз, два, 3, 4, 5. Далее коленные суставы. Ноги держим вместе. Руки кладем на колени. Чуть доседаем. Ноги полностью не выпрямляем. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5. И в обратную. Раз, два, 3, 4, 5. Далее кисти, голеностоп. Круговые движения. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Все вместе потянулись вверх. Вдох, на носочках напрягаем все тело. И сделали выдох. Молодцы, похлопали друг другу. Всем хорошего дня. Пока. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Это повод задуматься о том, как наши пищевые привычки влияют на здоровье. Ожирение стало одной из главных проблем современности, и его причины часто кроются в неправильном питании и образе жизни. Но как же сбалансировать рацион? Какие продукты помогут поддерживать здоровый вес и как избежать распространенных ошибок в питании? Сегодня на эту актуальную тему мы поговорим с Никой Николаевой, клиническим нутрициологом. Доброе утро. Здравствуйте, Ника. Здравствуйте. Какие основные ошибки в питании приводят к набору веса? Вроде бы и примитивный вопрос, но это все-таки база. Ну, как вы знаете, основные это переедание, потребление больше калорий, чем вы тратите, несоблюдение режима питания, то есть питание в разное время, также употребление большого количества сахара, сладких напитков, ну, как правило, пирожных и так далее. Употребление трансжиров, так называемых фастфуд, снеки, много перекусов и потребление очень малого количества воды, потому что вода помогает в метаболизме, обмену веществ. Но не забывайте, что не надо пить также слишком много воды. Да. То есть вот этот вот совет всех диетологов про 2 литра воды в день, он насколько актуален? Это правда или скорее Ну, миф? вот, скорее всего, не 2 литра воды, все-таки необходимо учитывать индивидуальные особенности человека, но, как правило, 1,5-2 литра воды для здорового человека. Ну а какие продукты должны быть обязательно в рационе для того, чтобы поддерживать здоровый вес, если все-таки ты в нем находишься? Да, если поддерживать здоровый вес, необходимо потреблять овощи и фрукты, ну, то есть это клетчатка, да. К примеру, хочу заметить, что, возможно, есть замена. К примеру, вместо мандарин лучше употреблять апельсины, вместо красных яблок зеленые. Желательно исключить из своего рациона бананы, виноград. Ну, если так уж хочется, виноград лучше зеленый. Заменить, не исключать продукты, а заменять. То есть вместо белого хлеба цельнозерновой, добавить правильных жиров, а не трансжиров. К примеру, я все время рассказываю про оливковое масло. Мы полностью исключили подсолнечное, заменили оливковым. И люди говорят, ну это же очень дорого. Неправда. Если смотреть на соотношение, сколько вы потребляете подсолнечного масла и как мало надо масла оливкового, то это выходит выгоднее. Тем более мы сейчас уже практически даже оливковое масло уже не добавляем. То есть поэтапно Мы его можно не вообще используем. отказаться, да? от масла? Да. Но вот интересный вопрос. Вот вы говорите о том, что нужно заменять красные яблоки на зеленые, красный виноград на зеленый. С чем это
связано? Это связано с более низким содержанием сахара. Ну, не скажу, что прямо это для всех, Да. но, как правило, потому что я сама лично обращалась к специалисту, потому что мой, извините, вес достигал весьма критической Отметки, да? отметки, да. И вот это все было именно советы специалистов и врачей. То есть было основано именно на моем рационе питания. То есть это не миф, Это не миф, да. это работает. Это вот. Хорошо. А если все-таки говорить про бананы, чем бананы-то нам не Да, угодили? бананы — это ведь самый доступный фрукт. Да, Мы но вот, к все его любим. сожалению, помните, есть такие маленькие бананчики, Да. которые, да, вот, лучше употреблять их не совсем зрелые, потому что в переспелых очень много калорий, очень много сахара. Как вы знаете, сахар — это пустой продукт. Да. Да, ну, все знают, что он То есть вот вреден. такие огромные бананы, которые продаются в Да. магазинах, в супермаркетах, мы не Нет, используем в пожалуйста, питании ни не в коем употребляйте. случае. Ну, Прекрасно. а с чего же все-таки начать, да? Ну вот заменили масло вроде бы, да, Да. стали есть зеленые яблоки вместо красных. Вроде бы такой примитивный Вроде все совет. просто, но, казалось бы, начать-то нужно с чего-то конкретного. Да, первое, ведите пищевой дневник. Это я рассказываю на собственном примере. То есть я записывала, что я потребляю в течение дня. Кажется, что это много времени требует. Нет, вечером записала 5 минут. Тогда ты понимаешь, что ты потребляешь, как ты потребляешь. Больше физической активности, потому что мы должны потреблять, вернее, расходовать энергию больше, чем потребляем. Соответственно, ну хотя бы какие-нибудь нагрузки. В течение работы, вот, к примеру, у меня раньше была офисная работа. Каждые полчаса, ну, встала, прошлась. Прошлась чуть-чуть, Да, сделала даже кружочек. поприседала за углом. Когда сидишь на рабочем месте, можно вот ноги элементарно поднимать. Ну, то есть нельзя сказать, что это невозможно. То есть, Всё по сути, возможно. любые движения, они Абсолютно любые приведут к тому, движения, что ваш да. организм начнет Организм будет реагировать. тратить калории. Мгм. Ну, а вот вечная дилемма. Каково идеальное соотношение белков, Это страшный вопрос. жиров и углеводов для тех, кто все-таки ведет пищевой дневник Да. и начинает Да. считать вот эти самые граммы? Опять-таки, все индивидуально, но хочу заметить, для человека, который хочет именно похудеть, ну, потому что это основная проблема, да, ну, нашего населения и вообще, в принципе, соотношение должно быть 20-30-50. То есть 20 это жиры, 30 это белки, 50 это углеводы. Ну, соответственно, вводите в рацион побольше орехов, семян, ну, там, те же самые семечки, к примеру, да, нежирных жиров, это диетическое мясо нежирное, рыбу по возможности. И, кстати, хочу заметить, да, вместо того, чтобы употреблять так называемую семгу, она же вся искусственно выращенная, Да. лучше киту. Да. Она и дешевле, и полезнее. Это как с бананами. Вроде бы все нормально, но эта рыба А лучше, чем еще другая. Да, лучше этот кусочек киты пожарить на оливковом масле все же, да? А еще Да, лучше всё, запечь. запечь. А еще лучше в аэрогриле, Прекрасно. дорогие зрители. Уже звучит вкусно, очень сложно уже удержаться от приготовления этой пищи. А так ли важен режим питания? Когда мы принимаем пищу? Да, режим очень важен. Это я убедилась на собственном опыте и на опыте моей семьи. И очень важно не пропускать завтрак. Желательно употреблять пищу 3 раза в день небольшими порциями. Вот, допустим, вы в ресторан приходите, перед вами красивая тарелочка большая, да, там, и небольшая порция. Вы кажете, как мало. На самом деле ее достаточно, может быть, даже с излишками. Мы заменили дома тарелки большие на маленькие. Соответственно, кажется, что порции. Что больше еды на Да, тарелку. вот это как бы основное. Потребляйте меньше. Мгм. Вот лучше маленький Это лучше меньше, но Да, чаще. да. Никаких перекусов еще. Забудьте Перекусы про не нужны? перекусы. Нет. Так, Потому хорошо. что постоянное будет выделение элементарной желчи, энергии, и организм будет... Ну, просто вы будете переедать. В общем, 1 раз в день питаться, завтракать, и, я думаю, ваш организм Ну, не будет 1 раз в день, там, худой, 3-4. прекрасный, стройный. Хорошо. Все-таки затронем тему вот ожирения. И сейчас мы сталкиваемся с таким моментом, когда очень много детей в подростковом периоде, либо даже в школьном периоде, уже в дошкольном даже бывает, сталкиваются с такой проблемой, как ожирение. Вот что должны родители сделать? Ну, конечно, мы все это знаем, да, отказаться от чипсов, от соков, но от этого не убежишь ведь. Да, вы знаете, в первую очередь начни с себя, как говорится. То есть родители могут показать это только своим примером. Соответственно, вы должны поддерживать ребенка и в первую очередь себя для того, чтобы была правильная мотивация. Ни в коем случае не ругайте ребенка за его внешний вид, каким бы он ни был. Объясняйте ребенку, что, как и почему, как выглядит. Можно примерами, допустим, даже из того же самого из всемирной сети показать, как и что может это выглядеть. Ограничьте просмотр экранов, видеороликов, потому что это негативно влияет на мышление ребенка и так далее. Плюс это малоподвижный образ жизни. Пожалуйста, делайте элементарно зарядку с ребенком. Активность Гуляйте должна быть в любом побольше, случае. да. Но самое главное, начните с себя. Это основной совет.
Прекрасный совет. Я думаю, что благодаря таким советам все будет здорово. Спасибо большое, Ника, Спасибо. за то, что посетили наш утренний эфир. Спасибо большое. Глядя на вас, можно вот с уверенностью сказать, Однозначно. что нутрициология работает. Читайте больше, да, ищите информацию полезную, ну и правильно питайтесь, и результат не заставит верно. себя ждать. Да. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Как сказал наш специалист, вот что точно запускает организм, так это вкусный завтрак. После пробуждения нашему организму необходимо мобилизовать свои силы и перейти в режим бодрствования. Завтрак стимулирует многие важные процессы в организме, которые без него происходят с опозданием. Согласен. Например, для меня завтрак — это целая важная церемония. Вот, например, что может быть приятнее утром, чем тарелочка теплых блинов с чашечкой ароматного кофе? Кстати, о блинах. Пирог из блинов весом 500 килограмм приготовили на празднике «Зажигай, сударыня, масленица» в воскресенье в Санкт-Петербурге. Прекрасная атмосфера, даже несмотря на то, что нет солнца, все равно греет настроение людей, отметила местная жительница Ксения. Организатором праздника выступила сеть ресторанов быстрого питания «Теремок». Пресс-служба компании сообщила, что пирог состоял из 3500 блинов, 90 килограммов карамели и 70 килограммов бананов, тех самых, про которые мы сегодня разговаривали. Также на мероприятии гостей ждали музыкальные выступления, арт-фотозона, а за красочный наряд вручили замечательный подарок. Вот такие очень масштабные кадры. Да, ведь Масленица — это действительно традиционный славянский праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом. В этом году Масленица прошла с 24 февраля по 2 марта. К сожалению, уже закончилась, но я думаю, что все успели насладиться вкусными блинами. Отличная такая добрая, вкусная новость. Ну а мы переходим к нашему следующему блоку. Наши коллеги из новостного отдела готовы рассказать о том, что же произошло на территории республики и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Правительство страны обсуждает продление субсидий для потребителей электроэнергии Дальнего Востока. Они будут выданы за счет остальной части России еще на 7 лет до 2035 года. Срок действующего сейчас режима тарифной поддержки истекает в 2028 году. Вице-премьер Юрий Трутнев предложил зафиксировать объем субсидий на уровне 30 миллиардов рублей в год. Такая мера должна помочь стабилизировать финансовое положение госхолдинга «Русгидро». В Минэнерго заявили, что поддерживают инициативы по введению моратория на выплату дивидендов и выделению льготного финансирования на дальневосточные стройки. В 12 регионах России введут минимальный балл ОГЭ для перехода в 10 класс. Его установят местные власти. Девятиклассники, которые не наберут минимума, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджет. Эти изменения депутаты внесут ко второму чтению проекта о 2 экзаменах ОГЭ. Его хотят запустить в этом году. Выпускникам 9 классов будет достаточно сдать тесты по русскому языку и математике. Изначально новшество хотели испытать в Москве, Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии. Но накануне Госдума согласилась расширить эксперимент на Краснодарский край, Липецкую, Саратовскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово. Настоящий праздник для любителей искусства стартовал в столичной школе номер 26. Там торжественно открыли неделю искусства, посвященную 75-летнему юбилею школы. В рамках мероприятия состоялся семинар учителей изобразительного искусства и труда. Специально для них провели мастер-класс по бумажной пластике. Также развернулась выставка работ учеников 7 класса, выполненная в различных техниках. Ну а каждая работа выступила не просто произведением, а отражением внутреннего мира автора. Учеников вдохновили разные темы – природа, дружба, мечты и даже социальные проблемы. Я на одной картине нарисовала именно свой стол, где именно есть мои любимые увлечения и мои любимые занятия и вещи. На других работах я тоже также изобразила свои чувства и свои эмоции. В основном наш класс рисует гуашью, но так и могу и рисовать другими с техниками. Но чаще всего это гуашь, ведь у меня очень хорошо получается.
В Якутске открылся самый крупный открытый лед на Дальнем Востоке – каток на озере Щорса. С наступлением весны в Якутске пришла пора зимних видов спорта. Один из самых популярных – коньки. В Якутске действует 5 открытых катков на озерах Сайсары, Талом, Щорса. Вскоре откроются на Теплом и Белом озерах. Режим работы катка на Щорсе с 10 до 22 часов, а в субботу до 23 часов. Прокат коньков 300 рублей. Имеются клюшки и шайбы. Работает инструктор по катанию. Проводятся различные спортивные соревнования. Ну, вообще, каток озера Щорса – это, по-своему, конечно, наш уникальный проект. Уникальность его, наверное, заключается, скорее всего, в том, что мы хотим популяризировать зимние виды спорта. Как бы помимо пропаганды здорового образа жизни, мы еще хотим, чтобы больше людей научились кататься на коньках, больше проводили времени на свежем воздухе, особенно после долгой, холодной, темной зимы, чтобы дети не сидели в интернете, приходили и занимались спортом. Сегодня на календаре 4 марта, и давайте обратимся к народным приметам этого дня. Для тех, кто отправляется в дальнюю дорогу, нужно помыть автомобиль. Актуально для Якутска. Это привлечет удачу. Для успехов в работе стоит прибраться на рабочем месте. А чтобы привлечь деньги, нужно всего лишь аккуратно разложить их в своем кошельке или там, где они хранятся, например, в банке. А вот какими событиями запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 4 марта. Сегодня Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день инженерии и День театрального кассира. По народному календарю День Катыша, День памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, в языке русского народа очень быстро превратился в День Катыша. Объяснение такому названию простое. В этот день в последний раз катались с горок. Этот день в истории. В 1818 году, 4 марта, в Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому. В 1877 году в этот день на сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро». В этот же день Эмиль Берлинер создал микрофон, и этот день считается днем рождения микрофона. В 1918 году в водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно «Циклоп». А в 1955 году в этот день фирма Sony приступила к выпуску карманных радиоприемников. Антонио Вивальди – итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер. Поль Мариа – французский композитор, аранжировщик и дирижер. Юрий Сенкевич – советский российский путешественник, телеведущий, ученый. Лариса Лужина – советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Борис Моисеев – советский и российский танцовщик, хореограф, певец, заслуженный артист России. В этот день также увидел свет Вячеслав Малафеев, российский футболист, вратарь, заслуженный мастер спорта России. Именины сегодня отмечают Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Николай, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп и Ярослав. Утро бодрое, утро доброе. Красивое пожелание с добрым утром поможет спасти целый день. Скажите своими словами или напишите в открытке, в СМС-сообщении хорошие слова человеку, который только пробудился ото сна, и он обязательно улыбнется. Это такая проверенная годами, веками практика, поэтому обязательно сделайте это. Каждому родителю знакомо это традиционное начало дня, раннее утро. За окном еще темно. Это как никогда актуально для Якутска. Все собираются на работу, суета. Наступает пора будить ребенка. И тут-то все и начинается. Капризы, нежелание вставать, уговоры, а порой даже и пролитые слезы. Они никому не приносят радости. И даже такая простая, примитивная, базовая процедура, как чистка зубов, будет казаться мучением. Вот как же превратить этот процесс не в тягость, а в радость, узнаем далее. Чистка зубов – это не просто ежедневная рутина. Это важный ритуал, который закладывает основы здоровья на всю жизнь. Но как сделать так, чтобы ребенок полюбил этот процесс? Ведь для многих родителей утро и вечер превращаются в настоящую битву за улыбку. Секрет прост – превратите чистку зубов в игру.
Выберите яркую зубную щетку с любимым персонажем малыша. Пусть это будет его маленький друг, который помогает бороться с кариозными монстрами. А паста с приятным вкусом станет волшебным эликсиром, который дарит свежесть и силу. Покажите ребенку, что чистка зубов – это весело. Включите любимую песенку на 2 минутки, чтобы время пролетело незаметно. Или устройте соревнование, кто лучше почистит зубы. А может, вы вместе нарисуете календарь, где каждый будет отмечаться яркой наклейкой за успешно выполненную миссию. Не забывайте и про личный пример. Дети обожают подражать взрослым. Чистите зубы вместе, показывая, как это важно и интересно. И, конечно, хвалите малыша за каждую попытку, даже если сначала что-то не получается. Помните, любовь к чистке зубов – это не только залог здоровья, но и маленький шаг к самостоятельности. И кто знает, может, именно с этой привычки начнется большая история успеха вашего ребенка. Зубки – это наши друзья. Небольшая сказка перед сном о бедных грязных зубах также поможет быть хорошим способом. Бедные зубы плачут по ночам, когда ребенок спит, потому что они нечищенные и грязные. Но если они чистые, они счастливы и могут спать спокойно. Если повезет, то на следующий день ваш ребенок будет чистить зубы самостоятельно. А, конечно же, в первую очередь ради тех самых бедных грязных зубиков. Хороший вариант, не правда ли? Вообще, в целом, сказка – это самый простой и близкий всем нам с детства способ познакомиться с правилами и сложностями этого мира. Но иногда детские книги на деле оказываются совсем не детскими. В них таится глубина, от которой иной раз мурашки по коже. Они отвечают на вопросы, над которыми мы, взрослые, бьемся годами. Здравствуйте, меня зовут Николашкина Аина. Мне 8 лет, я учусь во 2 классе. И сегодня я расскажу вам о книге «Рваное ушко». Ее написал Эрнест Сеттон Томпсон. Я думаю, что животные, как люди, могут чувствовать грусть, ненависть, тоску и любовь. В ней главные герои – это Рваное ушко и его мать Молли. В этой книге написано о путешествиях и жизни Рваного ушка и его мать. Эта книга передалась мне от моей мамы по наследству. Это ее тоже любимая книга. И я советую тоже ее прочитать. Хорошее поведение, манеры, привычки, знания и умения – все это, конечно, должно присутствовать в жизни каждого человека. Ну и у братьев наших меньших есть свой этикет. Правила хорошего тона для владельцев собак и их питомцев нигде не прописаны, но тем не менее их знает каждый владелец песика. Соблюдайте этикет собаковода, и ваши прогулки не будут причинять дискомфорт ни вам, ни окружающим, а лишь подарят радость и новые впечатления. Всем доброго утра, хорошего настроения. Как правило, утро у тех, кто держит домашних питомцев, а именно собак, начинается очень рано. Ну и часто мы с ними встречаемся на улицах, во время прогулки, куда-то перевозим или даже сейчас в каких-то заведениях у нас пускают с домашними животными. Поэтому есть правила этикета, как себя вести. Итак, помним, что домашнее животное – это ваш любимец. То есть именно вы отвечаете, как он себя ведет на улице, как он ведет себя с окружающими, как он себя ведет в каком-либо пространстве. Поэтому, если вы владелец какого-то крупного домашнего животного, то есть это, конечно, наши любимые красивые собачки, нужно помнить, что окружающие не знают, какие они добрые и хорошие. Поэтому соблюдаем правила безопасности, то есть это намордник, ошейник, поводок. Обязательно. Также помним, что люди боятся больших животных. То есть не все рады погладить вашу собаку и вообще не рады ее соседству. Поэтому, если лифт небольшой, вы видите, что там много людей, лучше воздержаться от того, чтобы входить туда с крупной собакой. Лучше подождать или спуститься по лестнице. Если речь идет о том, что вы находитесь в каком-то замкнутом пространстве с животным, то вы должны обеспечить безопасность окружающих, чтобы, несмотря на то, что собака может быть очень доброй, хорошей, любить прыгать и просто ластиться к окружающим, но люди могут испугаться и воспринять это не очень приятно. Да? То есть испугаться, накричать, дернуться, животное может тоже проявить агрессию. Помним, что мы не единственные владельцы животных, поэтому если мы встречаем на прогулке другую собаку, то также нужно обеспечить ее безопасность. Ваш любимец – это ваш любимец, но это не говорит о том, что нужно также относиться к чужим.
То есть нужно помнить, что чужих животных мы без спроса не гладим, ни в коем случае не комментируем их внешний вид, их поведение, их характер, если это имеет негативный окрас. То есть уважаем, потому что хозяин также может расстроиться. То есть ведем себя корректно. Если мы говорим о том, что мы заходим в какое-либо помещение с домашним животным, то здесь нужно помнить правила поведения. То есть в каких-то заведениях есть зоны, где можно оставить собаку, оставить кошечку, да, в переноске. В каких-то нет. К сожалению, в Якутске их очень мало, поэтому желательно ознакомиться вообще, можно ли входить в магазин, в кафе или в другое заведение с животным. Как правило, у нас это, к сожалению, запрещено. Если не стоит знак, то лучше ознакомиться с правилами администрации. Помним, что дети очень любят домашних любимцев, но, к сожалению, это не повод давать им их погладить, потому что детки разные, правила обращения с животными знают не все. Они могут сделать вашему любимому питомцу больно, резко к нему потянуть руки и вызвать тоже какую-то не очень положительную реакцию. Поэтому, если вы не уверены, что этот ребенок хорошо знает правила, что он знает, как обращаться с животным, лучше в какой-то корректной форме отказать погладить кошечку или собачку, чтобы потом не было последствий ни для вас, ни для вашего любимца, ни тем более, конечно, для ребенка. Вот такие простые правила, поэтому будьте корректны друг к другу. Помним, что домашние любимцы – это прекрасно, но мы живем в городской среде, нужно уважать друг друга и соблюдать правила. А вот поведение героини нашего следующего материала, можно сказать, вызывает не только удивление, но и даже возмущение. Ведь ей удалось внедрить свои порядки в рутинную жизнь человека. В США ежегодно закрывают школу из-за утки с утятами. Каждый год утка Ванесса свивает гнездо во дворе начальной школы и высиживает птенцов. Когда утята вылупляются, им срочно нужен доступ к воде, а единственный путь к водоему через школьные коридоры. Чтобы малыши добрались в целости, учителя натягивают вдоль стен темную бумагу и следят, чтобы никто не потревожил процесс. Скорее всего, так утята приобщаются к знаниям, а дети приобщаются к навыкам биологии. Ну, мы продолжаем наш утренний эфир, и у нас есть замечательная новость, которая касается всех жителей нашей республики и, в частности, гостей, в том числе обязательно. В национальном парке Ленские столбы 1 марта открыли новый туристический сезон. Гостей ждут обновленная экологическая тропа, ледовый городок у подножья одного из главных символов Якутии. Подробнее в следующем сюжете. На берегу могучей реки Лены, в самом сердце Якутии, возвышается одно из самых загадочных и впечатляющих творений природы – Ленские столбы. Величественный памятник, который мастерски создали время и природа, одна из наиболее ярких достопримечательностей Якутии с многовековой историей. Величественные скалы, растянутые на 200 километров вдоль берега реки Лены, привлекают туристов круглый год. Туристический поток не останавливается и зимой, даже наоборот. В наши холода минус 50 людям уже не страшно, с радостью приезжают. Не только наши жители, да, республики, а уже и даже, скажем, иностранцы. У нас делегациями приезжают, допустим, китайцы, французы, да, и в летнее время, но зимний период – это новый вид туризма. В народе бытует мнение о том, что дорога до Ленских столбов очень долгая. Но на самом деле путь до туда из Якутска занимает около 3 часов. И это время в дороге стоит того. Предмет первоочередного внимания туристов, прибывающих в природный парк, разумеется, то, что дало ему название, то есть лес столбов. Его вид поистине прекрасен, но есть в парке и другие развлечения. Прямо у подножия скал вас встречает ледовый городок, где можно весело провести время. В ледовом городке у нас горка, на ледянках, катание на ледянках и тюбингах. Она идет прямо с берега, из-под скалы в реку Лену. Потом каток квадратов, 1800 квадратов, 60 на 30, ну стандарт. А вот добраться до вершины скал долгое время было не так просто. Но сегодня все изменилось. Теперь подниматься стало легче и комфортнее, благодаря новой экологической тропе. С 20 по 24 год у нас действовал проект экологии.
И в рамках этого нацпроекта «Экология», в рамках федерального проекта сохранения биоразнообразия и развития туристской инфраструктуры Минприроды России выделила нам средства на обустройство экологической тропы. Новый путь почти вдвое длиннее и составляет 2600 метров по длине, что позволило сделать путь более пологим и широким, чем раньше. Идти по ровному деревянному тротуару можно уже вдвоем или даже втроем с ребенком. Вот она, новая экотропа. Деревянные настилы, удобные ступеньки, которые помогают сохранить равновесие. Теперь подняться на вершину могут даже те, кто не считает себя опытным туристом. А самое главное, эта тропа создана не только для людей, но и для сохранения природы. Подъем по новой тропе стал значительно проще, хотя все же требует некоторого усилия. Однако ваши старания окупятся сполна, когда на вершине перед вами откроется потрясающий вид. Когда стоишь здесь, на вершине, понимаешь, почему Ленские столбы внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вид отсюда просто завораживающий. Ленские столбы – это не просто достопримечательность. Это настоящий символ силы, красоты и гармонии, который остается навсегда в сердце каждого туриста. Илана Захарова, Владимир Павлов, Якутск. Мы однозначно рекомендуем всем жителям нашей республики посетить такое место, как Ленские столбы, ведь одно дело посетить, посмотреть их летом, и совсем другое успеть повидать зимние, весенние Ленские столбы. Ну, в нашей республике немало красивейших мест, но лишь некоторые из них, да, не некоторые, а вот единственные из них носят гордое звание наследия ЮНЕСКО. Я где-то даже читала о том, что кто-то назвал это чудо света посреди Сибири. И вот здесь вопрос сразу, Евгений, а помнишь ли ты 7 чудес света? Перечислить сможешь? Хороший вопрос, Дарья. Конечно, безусловно, это статуя Зевса, это Колос Родосский, это висячие сады Семирамиды и несколько еще других, в том числе Александрийский маяк и, насколько я знаю, конечно же, пирамида Хеопса. Ничего себе, почти все перечислил. Молодец, Спасибо. Начитанный. Ну, давайте мы не будем сильно мучить себя и телезрителей, а посмотрим наш следующий сюжет. 7 чудес света – это выдающиеся памятники архитектуры. Они получили такое название за их неповторимость и уникальность. Существует 7 античных чудес света и столько же новых чудес света. Первый входит творение архитектуры древнего мира. Это пирамида Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса Олимпийского, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Каликарнасе, Колос Родосский, Александрийский маяк. А 7 новых чудес света были выбраны в 2007 году на основе интернет-голосования. В нее вошли Великая Китайская стена, Тадж-Махал, Римский Колизей, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, город Петра, город индейцев Мачу-Пикчу и пирамида Майя. Эти уникальные архитектурные здания являются символом красоты и разнообразия нашей планеты. Мы решили узнать у жителей города Якутска, какие 7 чудес света они знают. Наверное, сразу не вспомню. Ну, сады Семирамиды, наверное, эти гробницы фараона, вот эти вот. А потом, что еще? Наверное, Вавилонская башня. Больше не вспомню. Не знаю. Ой, ой-ой-ой. Сады были, не помню, висячие сады были. Колос Родосский был. Дальше не могу сказать, не помню. Есть люди, которые вспомнили только одно чудо света. Пирамида. Пирамиды. Пирамиды. Пирамида. Египетские пирамиды, наверное. Были также и необычные ответы. 7 чудес света. Радуга. 7 чудес света. Ленские столбы. Эльфовая башня. Башня, которая такая наклонена. Это. Я не помню, как это называется. 7 чудес света – удивительные творения, которые напоминают нам о том, что человечество может создавать своими руками выдающиеся архитектурные сооружения. Анжелина Матлашук, Иван Саракумов, Якутск. Действительно, из всех древних античных чудес света увидеть воочию получится сегодня только величественную пирамиду Хеопса. Однако побывать в местах, где когда-то стояли другие грандиозные сооружения, из знаменитого списка однозначно стоит. Соприкоснуться с прекрасным, с уникальным, с необычным всегда питает, утончает, возвышает при созерцании. Человек испытывает эстетическое наслаждение. Давайте же перенесемся на Дальний Восток.
Тысячи тюльпанов самых различных сортов и видов вырастили в ботаническом саду во Владивостоке. Это один из самых крупных садов Приморского края. Каждый год с 2015 года сотрудники сада высаживают тысячи цветов, чтобы показывать их на весенней выставке. Подробнее расскажет Лиана Михайлова. В преддверии Международного женского дня в ботаническом саду Владивостока вырастили тысячи тюльпанов самых разных сортов. Такая акция проходит ежегодно. В ботаническом саду изначально планируется провести выставку, а потом отправить тюльпаны на продажу. С 14 февраля по 9 марта в Ботсаде проходит весенняя выставка под названием «Опережая весну». На выставке презентуют огромное количество цветков и растений, такие как цветущие азалии, камелии, тропические антуриумы, бромелии и цитрусовые. На основное внимание уделяют тюльпанам, поэтому с каждым годом работники сада ставят приоритет на разнообразие и расширяют количество редких сортов. И каждый год мы выгоняем тюльпаны специально к этой выставке в преддверии 8 марта. Это называется шоковая выгонка тюльпанов, когда луковица полностью истощается, поэтому и шоковая. Дело в том, что чтобы выгнать тюльпан с таким успехом, как он у нас здесь, вы можете его видеть, необходимо несколько месяцев, скажем так, потому что к такой выгонке тюльпан готовится с осени, когда мы его привозим. Ежегодно в оранжерее работники высаживают более 30 разных сортов. Уход и наблюдение за рассадой огромного количества тюльпанов – дело непростое. Каждый сотрудник должен соблюдать ряд правил и знать множество нюансов, чтобы цветы росли в благоприятной среде. Когда получили луковицы тюльпанов, сразу их нельзя садить. Растение еще надо, можно сказать, обмануть. Растение должно почувствовать, что как будто наступила весна. Поэтому после того, как луковицы приобретаются, их обязательно нужно охладить. А охлаждать можно двумя способами. То есть брать сухие луковицы, помещать их в холодильник при температуре 4-5 градусов и так хранить от 16 до 25 недель, чтобы растение охладилось. Это все зависит от сорта. И только после этого их высаживают куда-то в грунт теплиц, где тепло. И буквально там через 25-30 дней растения цветут. Ботанический сад удивляет гостей своей красотой и величием. Их весенняя выставка, как правило, каждый год знаменует начало прекрасной весны. Лиана Михайлова, Владивосток. Ну, наш утренний эфир очень так стремительно близится к своему логическому завершению. Остается буквально там, чуть меньше получаса. И, дорогие телезрители, мы предлагаем вам сейчас подписаться на наш телеграм-канал, если вы еще этого не сделали, потому что совсем скоро кому-то из вас мы подарим подарок. Просто так, утренний подарок, почему бы и нет, это всегда приятно. Вы сейчас видите QR-код на своем экране, отсканируйте его и подпишитесь на наш телеграм-канал. Совсем скоро там будет именно такое утреннее настроение, точно, однозначно появится у вас, потому что мы позже подарим небольшой, но приятный подарок. Держите свои гаджеты наготове. Помимо того, что с помощью них можно получить прекрасный подарок, это и отличный способ узнать о новостях. Но лучше всего о новостях вам расскажут наши коллеги из службы новостей. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Госдуме предложили создать специальный реестр для защиты людей от азартных игр. По замыслу авторов инициативы любой человек сможет добровольно внести себя в базу под названием «Стоп Азарт». Срок запрета можно выбрать от 3 месяцев до пожизненного. Также в этот реестр будут автоматом попадать граждане с долгами по кредитам, штрафам и обязательным платежам, если просрочка уже более 3 месяцев. Запрет будет действовать до тех пор, пока долг не будет погашен. Депутаты предлагают обязать все букмекерские конторы и организаторов азартных игр проверять этот реестр перед тем, как предоставлять свои услуги.
В Якутии за январь-февраль зафиксировано 98 дорожно-транспортных происшествий, где погибли 15 человек. За прошедшую неделю в Якутске зарегистрировано 57 ДТП, в 10 из них пострадали 13 человек. Также за неделю зафиксировано более 1000 нарушений правил дорожного движения, задержаны 23 пьяных водителя, в том числе 4 повторно. Причинами аварий становятся погодные условия, увеличение количества автомобилей, нарушение правил дорожного движения, а также недостаток опыта у молодых водителей. Специалисты призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила безопасности, чтобы минимизировать количество аварий и пострадавших на дорогах. Сейчас вот у нас гололед, поэтому надо водителям особенно быть внимательным, аккуратными на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов. Надо держать скорость и не торопиться, ни на что не отвлекаться, особенно телефонные вот разговоры, да, и обеспечить себя безопасностью и ремнем безопасности обязательно. Дети, если в машине есть, то удерживать ремнями безопасности тоже обязательно надо. Якутскую традиционную одежду 17-18 веков представили на уникальной выставке в музее Ярославского. В преддверии Дня народного мастера открылась выставка «Кютюлек Кюндута Налайсон». Около 300 экспонатов, материалы из археологических раскопок, этнографических экспедиций, реконструкции якутской традиционной одежды, выполненные народными мастерами. Посетители выставки после просмотра экспонатов на примерах музейной коллекции, образцов реконструкции получат полное представление о традиционной ритуальной одежде якутского народа Таналайсон. Здесь выставлены вообще уникальные, нигде не выставленные артефакты археологические, которые были сданы в 30-40-х годах. Организаторами выступили Ярославский краеведческий музей, Музей археологии и этнографии Северо-Восточного университета и Институт гуманитарных исследований. Туроператоры назвали самые популярные направления у россиян весной. В это время года люди чаще всего путешествуют на поезде в Беларусь, а внутри страны в Петербург. Средняя цена билета в Минск сейчас 4500 рублей. Среди авианаправлений внутри России лидирует Калининград. Билеты туда стоят от 12 тысяч, что на 8% дороже, чем в прошлом году. Также популярны Сочи и минеральные воды. Из ближнего зарубежья россияне чаще всего летают в Баку и Ташкент, а из дальнего – в Стамбул, Дубай и Пхукет. К этому часу все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит программу «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Дирижерство. Это магия, которая рождается на стыке таланта, труда и страсти к музыке. Это возможность говорить без слов, творить в реальном времени и оставлять след в сердцах тех, кто слушает. Дирижер не только задает темп и ритм, но и интерпретирует произведение, вкладывая в него свои эмоции, видение и душу. И сегодня к нам прямиком из Санкт-Петербурга прибыл оперный и симфонический дирижер Алексей Ньяга. Здравствуйте, доброе утро, Алексей. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, мы очень любим принимать гостей в нашей студии утренней, да? Особенно если это касается вот искусства. Это действительно уникальные люди, и с ними всегда приятно пообщаться, да? Вот первые ваши впечатления о нашей столице и как первый ваш визит сюда или нет? Да, я впервые у вас. У вас прохладно. Пожалуй, да, тут мы согласны. Но меня, вот первое впечатление такое очень яркое во всех смыслах, это ваше солнце. Здесь потрясающее солнце. Вот идешь по улице, и даже глаза немножко болят, но приятно невероятно. Такое яркое, и снег, в общем, здорово. Ну да, в Питере не увидишь солнца такого яркого, да? Отлично, хорошо. А какова цель вашего визита? Сразу спрашиваю. Я приехал по приглашению филармонии якутской, и состоится концерт, в котором прозвучит симфония Сибелиуса и фрагменты балета «Спартак» Хачатуряна и Прокофьевской «Ромео и Джульетты». Я познакомился просто в Петербурге на одном из концертов с вашим коллективом, замечательным коллективом, и поступило такое творческое предложение, я не смог просто от него отказаться. Предложение, от которого невозможно было просто отказаться. Расскажите, пожалуйста, Алексей, о вашей пути к музыке, ведь не каждый день можно пообщаться с дирижером, это достаточно редкая профессия. Как вы стали дирижером? Да, наверное, как, так сказать, любой человек, который начал заниматься музыкой с детства.
Я рос в семье, где никто музыкой не занимался. Мама очень хотела заниматься музыкой, она так мне рассказывала. У нее не получилось это по объективным причинам, но вот она решила меня и сестру отдать в музыкальную школу. Сестра занималась, но не продолжила, а я как-то оказался в очень таком интересном, уникальном даже отчасти заведении в Ленинграде, в Петербурге. Есть такое хоровое училище. Это заведение с многовековой историей. Там учатся одни мальчики, обучаются хоровому делу во всех его аспектах, получают комплексное, такое серьезное, очень глубинное музыкальное образование. А после хорового училища консерватория петербургская, сначала как хоровой дирижер, а потом как оперно-симфонический дирижер. Мы сейчас видим кадры из вашего фотоархива, да. Вообще в целом, вот все-таки вот зачастую родители, отправляя своего ребенка в музыкальную школу, как бы навязывают свое желание, да, чтобы ребенок стал музыкантом. А музыкантом рождаются или становятся? Я думаю, что по большому счету музыкантом рождаются. Думаю, что каждый человек, который впоследствии занимается музыкой профессиональной, он как-то генетически к этому предрасположен. Но это не означает, что даже те, кто, может быть, в детстве занимается музыкой немножко так из-под палки, что знает, как что говорится, это все равно очень полезно. Это во всех смыслах молодого человека развивает. Поэтому занятие музыкой — это очень важно. Скажите, вы ведь впервые дирижируете государственным симфоническим оркестром «Симфония Арктика». Какие-то впечатления от этого сотрудничества? Что можно рассказать? Вы знаете, оркестр очень мобильный, очень энергичный. Я это почувствовал еще на том концерте, о котором говорил в Петербурге. Концерт проходил в концертном зале Мариинского театра. Мне оркестр очень понравился. И сейчас, понятное дело, что у нас всего несколько дней для знакомства. Уже завтра состоится концерт. И вообще общение с новым коллективом, это, конечно, требует определенной такой притирки, времени. Безусловно. Но мне кажется, что атмосфера на репетициях царит такая очень комфортная, непринужденная, естественная, натуральная. Работают музыканты с большой отдачей. Я тоже получаю большое удовольствие от общения с ними. Поэтому думаю, что на концерт еще добавится какой-то такой только концерту свойственный драйв, кураж. Думаю, что все будет. Да, безусловно, творческие люди, они ведь как-то вот друг с другом могут найти контакт гораздо проще и быстрее. И, кстати, к вопросу о завтрашнем концерте. Для наших зрителей есть замечательный бонус, замечательный подарок. Что Итак, дорогие телезрители, напоминаем вам о том, что вы сейчас можете получить подарок в прямом эфире нашей утренней программы. Вам нужно будет ответить на вопрос, который прямо сейчас мы продублируем на нашем телеграм-канале. И пригласительный, который сегодня принес к нам в студию Алексей. Прекрасные билетики. Достанутся кому-то из вас. Итак, вопрос звучит следующим образом. Как зовут первую исполнительницу роли Джульетты в балете композитора Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в СССР? Вопрос достаточно несложный. Самое главное его сейчас заново прочитать, внимательно прочитать. Вдуматься. Найти, значит, возможно, вспомнить ответ и, собственно, сделать это как можно быстрее. Я думаю, что участников, готовых ответить, уже много. И как будет выбираться победитель? Скорее всего, это будет выбор случайным образом. Также среди наших подписчиков, среди тех, кто ответит правильно на этот вопрос в телеграм-канале, случайным образом мы выберем победителя. Билетики вас ждут. Итак, дерзайте, и, возможно, завтра вы уже попадете на такое эксклюзивное музыкальное представление, я бы, наверное, сказала даже, потому что... Это чудо, скорее всего, будет. Хорошо, возвращаемся к нашей беседе. Алексей, как вы выбирали программу для выступления в Якутске? Есть ли какие-то произведения, которые вам особенно хотелось бы исполнить? Мне хотелось приехать и с незнакомым оркестром поработать над той музыкой, которую я тоже буду делать впервые. Ну, такой вот у меня был принцип. Я пообщался, естественно, с руководством художественным коллектива и узнал о том, что здесь практически не звучит музыка Сибелиуса. А мне показалось, что можно эту ситуацию немножко поправить. Я к этой музыке отношусь с большой любовью, поэтому вот такая возникла идея первой симфонии Сибелиуса, масштабного, такого философского сочинения, но при этом очень, мне кажется, такого естественного и простого для восприятия. А во втором отделении, так сказать, идя навстречу грядущему празднику всех женщин, мы решили сделать программу такую чуть более
романтизированную «Спартак», «Ромео и Джульетта». Это прекрасно. Здесь стоит задать вопрос, может быть, есть у вас какой-то личный персональный дирижерский кумир? Кто из композиторов вас вдохновляет больше всего и является непосредственно вашим кумиром? Ой, это очень сложный вопрос. Однозначно. И очень часто, знаете, дирижеры говорят, что мы должны любить ту музыку, над которой работаем непосредственно сейчас. Нет, конечно, есть композиторы, которым лежит сердце. Это Шостакович, это Рахманинов. Есть авторы, которых я, ну, так, в профессиональном смысле немножко побаиваюсь, потому что считаю, что к ним нужно подходить, имея серьезный опыт, не только профессиональный, но просто жизненный. Вот, это Чайковский, например, для меня такой композитор Чайковский. Ну а вообще критерий очень простой. Я люблю музыку правдивую, я люблю музыку красивую, и я люблю музыку, в которой есть мечта. Как это красиво Прекрасный звучит, да? ответ. Хорошо. А какого, может быть, совета дали бы молодым музыкантам, которые мечтают о такой большой карьере в классической музыке? Ну, тут, пожалуй, наверное, было бы так, две линии советов. Первая, абсолютно такая прагматичная, надо учить языки. Вот я, к сожалению, этим не занимался в свое время, но нужно учить языки, потому что это дает совсем другой уровень коммуникации и с музыкантами, и с литературой. А что касается непосредственно творчества, думаю, что нужно очень ко многим вещам в жизни профессиональным присматриваться, для того, чтобы формировать свое, вот абсолютно уникальное, индивидуальный взгляд на музыку. Только это может сделать человека по-настоящему интересным музыкантом. Золотые слова. Алексей, мы благодарим вас за то, что посетили наш утренний эфир. Мы уверены в том, что концерт завтра пройдет на ура, потому что действительно у нас любят классическую музыку, у нас очень ждут гостей, как вы, да, и зритель, я думаю, будет очень благодарен вам за завтрашнее мероприятие. Не пропустите это замечательное чудо. Всем доброе утро. Мы увидимся уже завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24. Прекрасного вам настроения, доброго утра и хорошего рабочего Пока-пока. дня.